Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», который вот уже свыше 10 лет веду. Я журналист Дмитрий Аргунов. И концепция программы, она заключается в том, что каждый раз один из нас, обычные самые люди, становятся интересны многим тысячам нашим телезрителям. Наш сегодняшний гость видный, без преувеличения, журналист созвучной фамилией Борисов. Николай Борисов, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, телезрители. Боюсь произнести должность вашу нынешнюю. Давай ты ее сам озвучишь. Она у меня не меняется. Специальный корреспондент Якутского Саха-информационного агентства «Енисей». И тема нашей сегодняшней программы, я больше для телезрителей, это издержки профессии. Да? Но состояние профессии на текущий момент, хотя мы не накануне Дня российской печати и так далее, но тем не менее ситуация текущая, она позволяет говорить об особенностях профессии в любой момент на самом деле. Взять хотя бы внедрение, скажем так, элементов искусственного интеллекта, про которые мы говорили в начале передачи. Да? Николай интересен тем, что представляет собой когорту журналистов, которые, в принципе, универсального назначения. Ты пишешь, ты производишь и видео, ты и военкор, все на свете. Да? Правы ли люди, когда говорят, что для передачи какой-то информации населению лишнее звено в виде журналистов сейчас перестало быть необходимым? Люди все иногда настолько дремучие, как говорит Оя Карпов, да, получили возможность стать ньюсмейкерами, что диву даешься. Как ты на это смотришь? Нужны мы сейчас или нет? Сейчас нужны. Это 100%, потому что мы сейчас сидим, Обоснуй. В любом случае информация, она должна перерабатываться, то есть в том виде, в который она поступает от искусственного интеллекта, она, очень много есть нюансов, которые он еще не способен заменить журналист, потому что журналистика — это же факты. А факты что нужно? Факты нужно проверять, нужно искать первоисточники. А искусственный интеллект, он всегда базируется на уже вышедшей какой-то информации, то есть будучи первоисточником, ты будешь первоисточником, на тебя будет опираться искусственный интеллект только в дальнейшем. Мы не только про искусственный интеллект, но вообще про... Люди сейчас же говорят сейчас очень опасно пить, гулять, поскольку у каждого человека есть телефон, который может зафиксировать твое безобразное поведение. Да? С этой точки зрения. Это же стимул не пить, не гулять. Что в этом плохого? Я не вижу. То есть вряд ли там что-то изменится, там безобразие как творили, так и будут творить, но в то же время будут люди задумываться, стоит ли их творить. Информационная революция. Я бы не сказал, что это она информационная. Тут же немножко другие понятия. Тут просто такие реалии теперь, то, что все открыто, все можно достать. Судя по тому, что, учитывая тот факт, что ты в криминальной, скажем так, хронике специализировался в свое время, да? Это было интересно, да. Вот эти камеры наблюдения, то есть мы читаем сейчас, перечитываем, Оруэлла, да, и немножко ловим на мысли то, что старина ты был прав. В принципе, «Большой брат», он же уже внедрен активно, да, то есть превышение скорости, какие-то противоправные действия, где бы то ни было, да, по идее, на любой территории. Сейчас любая управляющая компания понавтыкала камер наблюдения, то есть, в принципе, если в каком-то ареале, в зоне ты совершил нечто такое неподходящее, то будешь вычислен моментально. Это же тоже, опять же, это же тоже касается... То есть ты говоришь о каких-то негативных сторонах, а можно же сказать о позитивных. То есть это же тоже безопасность, например. Многие люди вообще не понимают, что камера видеонаблюдения — это не какая-то панацея, она постфактум только работает, правильно? Она же вычисляет какие-то правонарушения. Опять же, злодеи, они могут задуматься, надо ли совершать, если тебя могут вычислить. Если они умные, конечно. Тебя не удивлял иногда тот факт, что ты говорил вроде бы о маринистах, к примеру, да, а в следующий же момент поисковик начинает тебе выдавать айвазовскую? Вот это очень-очень-очень интересный момент. У меня дома есть колонка умная. Мне кажется, нас слушают. Да, в этом есть определенные опасности, особенно, опять же, связанные с
такой стороной нашей профессии с тобой, как ну, военная журналистика. Там действительно опасности есть, и это надо учитывать, поэтому, ну и как бы предохраняться. Есть как бы такие способы защиты определенные. Вот давай, про информационный презерватив. Как он выглядит? Самое элементарное, посидел в соцсетях, нажимай кнопочку «Чужой компьютер». Самое элементарное, выходи из своего аккаунта. Ну, это же просто. То есть это еще было со времен, когда у нас интернет был, там, например, только в Бигбоне, да? Да, и только ЕКТ там был, там под твоим аккаунтом кто-нибудь что-нибудь в дневниках напишет, да, там, и радостный ходил. А сейчас это все гораздо масштабнее. Сейчас на весь мир у нас сеть. Поэтому, ну, то есть у нас нет такого отдельного как бы маленького комьюнити, как был тогда, а сейчас уже все, да, серьезно. Первый твой ответ, он, мне кажется, трансляцией страхов профессиональной среды в том, что искусственный интеллект, он может махом заменить, ну, тебя, меня, кого Я угодно, сомневаюсь да? в этом очень сильно, потому что это же прогресс. Я, например, сам с удовольствием использую искусственный интеллект. Сейчас такие по фотографиям, например, да, авторское право, оно же серьезно работает, да. Ну, то есть мы как производители контента, ЕСЯ, да, мы от этого не сильно страдаем, да. Но в то же время бывает так, что какая-то фотография сторонняя, она может вот послужить каким-то типа, ну, для конфликтов, да. Вот. Источником неприятностей. Да, источником неприятностей. И если его как бы запросить у искусственного интеллекта, то там часть вопросов снимается. Ну, то есть и иллюстрации хорошие бывают, эмоциональные. Почему нет? Ну, то есть искусственный интеллект, он полезен. И опять же, там, например, текст пишешь, потом уже для себя уже задаешь вопрос ИИ, как бы он сделал. И иногда даже открываешь, а действительно, а можно вот так вот перестроить как бы фабулу текста, и перерабатываешь ее, и действительно помогает, хороший инструмент, почему нет? Наш с тобой разговор происходит накануне очень примечательного, на самом деле, события. В августе, в начале августа исполняется годовщина, примечательная годовщина крупнейшему информационному агентству, да, ЕСЯ. Поздравляю вас и коллег всех с примечательной датой. И, Спасибо. в связи с этим, ну, мы входим в годовщину, скажем так, это примечательная дата для всей журналистской, для всех журналистов, для всего пишущего цеха, но входим в зоне турбулентности некой, да, каких-то потрясений, каких-то, ну, очень таких явлений. Как ты думаешь, место государственных СМИ в нынешнем бурлящем потоке информации, оно какое? Оно не меняется. Как появились средства массовой информации, оно всегда остается как бы стабильным. То есть это же основной источник информации. То есть, опять же, вот мы говорили про достоверность с тобой, да, информации. Это основные источники, ты должен проверять факты. То есть ответственные СМИ никогда не будут выдавать какие-то непроверенные факты. С этим нужно уметь работать. И опять же, про искусственный интеллект, он вряд ли с этим справится, там запрос какой-нибудь направить, там какое-то определенное там ведомство, там, чтобы запросить или цифры, там, или подтверждение факта, или как-то вот такими вот способами. То есть, ну, вряд ли там что-то изменится. То есть есть также независимые, так называемые, да, средства массовой информации, которые тоже как бы заветы журналистики блюдут. Но там есть определенные интересы определенных людей. Которые тоже надо соблюсти. Это тоже нужно соблюсти, да. Но так всегда было, так всегда будет. Мне кажется, это никакой тут турбулентности нет. Тут просто процесс, просто техническое какое-то оснащение меняется, да и все. Угу. Ну, а наши с тобой некоторые коллеги, не будем к вечеру, не будь они помянуты, да, часто обвиняют нас в цензуре. Именно тебя, именно меня. Государственные СМИ. Будут, типа, подконтрольные и так далее, и так далее. Я немного не понимаю вот этого. Например, опять же, вот ситуация с топливом, да? Ну, мы берем источник информации, у нас там глава района говорит, например. Ну, наверное, какой-то авторитетный источник, который, в принципе, можно цитировать, да?
И, ну, там дядя Вася на остановке тоже там говорит там что-то. Тут, конечно, масса разных мнений может быть, там, вот. Они не всегда могут совпадать с редакционной, да, точкой зрения. Ну, редакционная точка зрения будет, скорее всего, совпадать с наиболее авторитетным источником, да. То есть тому релевантному источнику, который, в принципе, по должностным инструкциям, по разным этим нюансам, ты как бы, а кому еще верить-то, кроме него, да? Другой момент, что он может и не сказать чистую правду, да, он может умолчать что-то, может исказить какие-то факты. Ну, тогда, да, тогда получается, что мы выступаем какими-то рупорами, я не знаю, там, вот этого человека. Это неприятно, но это факт. Ну, то есть с этим приходится работать, жить. Очередной миф, да? Над тобой стоит некий такой главлид, который говорит, вот этот идет от определенной политической партии, поэтому его нельзя ни в какой материал пускать. С выборами там вообще, идет... Соблюдение энного количества законов, да? Это определенно там наш центр избирком периодически проводит семинары, обучение для журналистов, которые работают с выборами, и там очень много нюансов, которые нужно соблюдать. То есть там действительно там проще соблюдать букву закона, да, чем нарываться на какие-то проблемы. Просто есть вот процедура, соблюдай ее и будет тебе счастье. И будет счастье, да. Ну, в принципе, это, наверное, она касается всей нашей работы. Если не выдумывать там каких-то лишних... пассажей. Да, будет все просто и нормально. Угу. Приведу небольшую такую параллель. Да. Николай, сейчас, в эпоху топливного кризиса, когда постановлением правительства разрешено производить, скажем так, моторное топливо более низкого качества, сейчас все заговорили вдруг о ренессансе вторичного рынка автомобилей. То есть старые машины нашли наконец-то своих хозяев, да, которые всеядны, которые могут переварить вот это Евро-2, Евро-3 и так далее. А как ты думаешь, можно ли ситуацию в связи с экономической составляющей, там, информационной составляющей и так далее, можем ли мы говорить о том, что будет, возможно, грядет ренессанс печатных СМИ? Люди будут покупать газеты и так далее. Это хороший вопрос, на который очень сложно ответить. На самом деле, по поводу ренессанса печатных СМИ, она вполне возможна. Почему? Потому что сама печатная вот, мысль, да, она авторитет. Она такая статусная штука, да. Это сразу такой образ возникает, да, там такой бизнесмен, да, там какой-нибудь столик там за круассаном, кофе, газета. Да? Ну, то есть, вот, какая-то определенная сборка новостей, каких-то определенных событий, которые напечатаны на бумаге. А то, что напечатано на бумаге, это всегда весомее того, что выходит в интернете, который, ну... Любой может написать. Да, опять же, с чего мы начинали разговор. Вот. Если это авторитетное издание, если релевантная подборка, опять же, каких-то новостей, которые его интересуют, да, почему нет? То есть это, в принципе, может быть. Или там найти какую-то свою аудиторию определенную, да, там, например, есть же там вечный журнал «Вестник коневодства», который ты знаешь по истории журналистики, наверное. Он сколько там существует уже? И будет существовать. И будет существовать. Ну, то есть найти свою аудиторию, найти своего читателя, почему нет? Опять же, про очередное обвинение. Вы слишком много пишете про деятельность правительства и других властных органов. Да? Слишком много. А как это? А кто подборку делает? Типа много, немного? Если мы будем писать много о комарах, например, вот, которые после дождей появились, это плохо будет кому-то? Или лучше будет? Ну, то есть, это же редакционная политика. Наверное, деятельность правительства, она затрагивает очень широкую аудиторию, да, она затрагивает фактически, ну, каждого, наверное, жителя республики, то есть и по выплатам, и по тем или иным объектам. Обязательно, обязательно. Да. Это касается очень многих людей, и, наверное, это стоит освещать, да. Ну, то есть то, что там появилась яма на дороге, да, это важно, конечно. Но о том, что там в республике там отремонтировано 1000 километров дорог, кто об этом осветит, кроме нас?
Потому что мы можем писать, вот новая ямка, а можем взять интервью у министра транспорта, например, который расскажет, как действительно у нас идет реформация целой системы, извините меня, территорий, которые 5 Франций помещается. Наверное, там больше работы, да, вот, производится, когда ремонтируется в масштабах республики, чем появилась одна ямка. Году в 13-м на Покровском тракте из-за ямок на проезжей части погиб ребенок на мопеде. Да? Ну, это трагедия, Сбила машина. Жителям окрестных слотов стало, скажем так, неравнодушно. Они вышли на некую акцию, нашли особо буйных, которые добыли сухой асфальт и так далее, и они своими силами, скажем так, вот, энное количество ямок выровняли. Да? Бок о бок тогда нынешний новоиспеченный глава города Дмитрий Дмитриевич с лопатой орудовал, как помнится, и многие другие. Власть и тогда, и сейчас, она далеко от таких вот вещей резонансных, она не уходит и не планирует уходить. Да? Вот то, что... это хороший пример гражданского общества, как работает, мне кажется. То есть, действительно произошла трагедия, надо исправлять как-то ситуацию. Я так понимаю, что как бы, если там даже был запланирован какой-то ремонт, да, в то время, они его ускорили, да? Ну, нет, там же, мне кажется, так не работает, потому что у них же там и подряды, и субподряды. В принципе, если понимать, как это все устроено, то ты это понимаешь. Ну, то есть, они же не скажут, эй, ты там... подрядчик, быстро беги вон туда. Ну, то есть по указке-то не работают, у них же планы там тоже какие-то определенные. Это я вот про аллегорию, про одну ямку и про 1000 километров. Я понял. И если их будет больше, то, конечно, да, это но может если привести вот к трагедии. еще раз фон обставить засыпание одной ямки как надо, как нас учили, да, то, в принципе, вот это может показаться, что вот на одну ямку было приложено больше сил, чем вот на эту 1000. Абсолютно да? Может верно. показаться. То есть в наших силах, на самом деле, огромная магия, скажем так, подать факты таким образом. Ну, факт же был. Дим Димыч, он вышел, лопата стояла, да, скажем так. Ямка была заполнена. Да, но, тем не менее, говорить там о энном количестве километров мы не говорили. То есть, в принципе, еще раз, в наших силах сделать привлечение внимания, акценты расставить. Вот в этом плане я считаю, что... Ну, тогда тут у нас акцент смещается с как бы глобальной задачи там, ремонта дорог на работу гражданского общества просто. Ну, действительно так. Ну, то есть, да, вот так сработало, и это неплохо. Почему нет? Я сижу в энном количестве телеграм-групп и так далее, и в одной из групп отметился наш давний знакомый Николай Захаров, который еще со времен ekt.ru известен под ником дрессировщик собак, да, или дрессер. Как он. И вот он опять гнет ту же самую старую линию. Во всех бедах виновато не отсутствие топлива, а некачественная журналистика. Ну, это интересная его позиция, конечно. Она... Ты же делал материал с дрессером? Да, я писал про его инновационные клумбы, да. Мне кажется, каждый должен пройти через нечто подобное. Ну, да, клумбы хорошие, делают хорошие клумбы. Но я бы не сказал, что он эксперт по журналистике. Ты сторожил уже информационного поля, да? Уже сторожил. Николай Борисов становится сторожилом. Тогда кто я? В каком состоянии журналисты, коллектив «ЕСЯ» подходят к этой замечательной дате? Ну, у нас много новых проектов, много старых проектов, которые немножко стряхнули пыль, возрождая. Сейчас у меня, вот, например, моя любимая рубрика «Давайте разберемся», где мы рассказываем о всяких интересных событиях, о разных предприятиях, о людях, как оно работает просто. Бывают какие-то ситуации, которые мы тоже рассказываем. Ну, просто разбираемся в каких-то явлениях, интересных фактах. Вот. Есть интересная, опять моя рубрика, я про свои буду рассказывать, «Говорит наука». Зовем ученых, которые рассказывают о разных тоже явлениях, там, разных тенденциях. Они иногда пугают, кстати, ученые очень сильно. Например, один из них рассказал о глобальном потеплении, который до 40-го года
темпы снижать, скорее всего, не будет. И нам все республики нужно к этому быть готовыми. Ну, то есть ученые, они, не сказал бы, бьют тревогу, но предупреждают действительно о таких серьезных вещах, которые, опять же, правительству стоит прислушаться, наверное. Вот. Есть другие рубрики, там есть акцент у нас всегда выходит, да, то же самое, что мы с тобой сидим, ну, только у нас в студии в медиацентре, и уже уделяем внимание не личности, а каким-то явлениям. Вот. У меня есть рубрика, связанная со специальной военной операцией, своя история. Зову или бойцов, или их родственников, которые просто рассказывают о себе, о своих ребятах. Вот. Ну, много чего мы можем рассказать. ИСИА — это такой постоянно двигающийся, скажем, творческий коллектив, который никогда не останавливается, всегда идет к новым. Пишет историю республики нашей. В Гудермес мы же впервые вас, по-моему, поехали, да? Насколько... Ну, давай не будем тут первее, не первее. Хорошо. Ну, да, вот это... Одновременно, по-моему, почти. Да. Потом, ну, мы как бы с вами очень хорошо сотрудничаем, когда вот у нас было по очереди ездили, вот это. Нашли этот Российский университет спецназа, вот это вот все. Ну, то есть обучение прошли серьезное. Надеюсь, сейчас не мешаем военным, да, там свои действия делать и можем более-менее как бы ходить в опасных зонах. Вот. В зоне специальной военной операции можно ли делиться вот по принадлежности? Ты из ГОСов или из части? Там вопросы касаются жизни и смерти. Там вообще такого не должно быть никогда. Потому что там друг, сват, брат. Все. Включая бойцов, ты прям в команде одной. Там нет ни ГОСов, ничего такого. Просто, ну, так нельзя. А из частников кто там был? Из наших? Из Якутии? Из Якутии, да. Ну, по-моему, ребята ездили по гуманитарке, вот, делали репортаж. Угу. Да. Ну, и там тоже определенная опасность есть. То есть им тоже нужно это учитывать. Там это не самая безопасная зона, скажем. Новые территории, там прилеты постоянно, конечно. Практика применения мобильных огневых групп. Да, вот сейчас я вижу в информационном поле чуть ли не частные ПВО и так далее, и повсеместно по всей России разворачивается деятельность мобильных огневых групп. Да, это такие чуть ли не полугражданские формирования, которые предназначены для более плотного, скажем так, плотной защиты объектов жизнеобеспечения. Вот про это что думаешь? Если посмотреть, да, в ЕСЯ есть материал с бойцом с позывным «Ханыл», который один из инициаторов такого движения в армии, как использование дробовых ружей против дронов. Оно показало себя эффективно, и как раз это бойцы из Якутии его начали внедрять и пропагандировать, и, в принципе, сейчас это используется очень-очень прям плотно. И руководство армии, я точно знаю, что ну, к этому направлению очень внимательно относится и понимает, что это надо. Почему? Потому что, например, сейчас вот электронный рэп есть. Ну, они показывают себя тоже всяко разно. А дробь, она попадет и, скорее всего, собьет этот дрон. Вот. Ну, там есть ребята именно с навыками из Якутии, с навыками стрельбы из охотничьего ружья, которые помогают ребятам, которые обучают их. Там все серьезно прям вот в этом плане. Я читаю Василий тоже, и, в принципе, он же там применяет даже новые типы боеприпасов, антидроновые патроны для штатного оружия. Они всегда экспериментируют, всегда ищут какие-то новые подходы, потому что, ну, сейчас война дронов, этого нельзя исключать, и всегда нужно искать разные подходы к решению этих проблем. Ну, то есть одного какого-то там супероружия не будет, там надо, это же, ну, абсолютно новый тип, скажем, ведения боевых действий, и с этим надо каким-то образом бороться, и надо искать все выходы. Какой-то из них будет лучшим, какой-то может быть менее эффективным, какой-то более. Всегда надо искать, надо что-то делать. Вернемся в республику, да, Николай. Опять же, продолжу спор частники против госсми. Да? Наводнение. Угу. Подход к освещению проблемы по сильной воде участников и среди ГОСов. Давай оценочную какую-то.
Да, мне как-то сложно. Но я точно знаю, что по поводу наводнения в Сунтарском районе ЕСЯ была первым, кто эту проблему подняли. Ну, по факту мы просто написали, да, вот, что произошло, потом взяли комментарии у замглавы района, да, там, ну, ситуация была ужасная. Сунтар полностью, как бы, все их приусадебные участки утонули, 72% сельхозугодий утонуло. Ну, и ребята сидели и говорили, вот завтра еще 2 дня у нас дожди будет. Ну, начали звонить и УГМС, там вот это все. Ну, то есть большую, ну, как бы, волну поднимать начали мы. Ну, то есть это действительно так. Ну, то есть я не скажу, что мы прям такие гениальные, да, ну, просто это лежало на поверхности. Вот. Ну, а какой тут может быть другой-то подход? То есть надо поднимать проблематику, надо рассказывать, что действительно у людей проблемы, и как-то, чтобы обращали на это внимание. Опять же, правительство. Окей, следующее направление. Топливный кризис. Ежедневных. В течение всей недели у нас есть наш коллега Семен Родионов, в основном он занимается этим, все другие тоже подключаются, там, как обстоят дела на АЗС, выезжают репортажи, комментарии, хватает, не хватает, со всеми этими топливными картами. Ну, то есть мониторинг там ведется постоянно. Опять же, берем комментарии у глав районов, берем у тех, кто занимается топливом, комментарии. Ну, то есть пытаемся осветить со всех сторон. Вот. А как сам думаешь? Я знаю, что ты не автомобильный человек, да? Но... Я больше на велосипеде езжу. Да. Тебе жалко водителей? Ну, конечно. Ну, тут даже не жалко водителей. Это же все эти проблемы, они носят не только социальный, это и экономический характер они носят. То есть все подорожает. Просто тут даже думать не надо быть гением, чтобы понять, что рано или поздно все подорожает, и там неизвестно еще насколько. Опять же, северный завоз там. Тут же не только водители, которые занимаются именно перевозками, да, опять же, наши сельские бедные жители, как они будут, вот все это утонуло, как они там будут, что делать? Им там говорят, вот солярки получайте там в райцентре. Они доезжают до райцентра. И солярка кончается. И солярка кончается, и обратно столько же тратится. Ну, это требует какого-то определенного решения, поэтому мы можем просто рассказать о такой проблематике, а решать ее, конечно, должно правительство. А как ты думаешь, вот, правительство, власти любого уровня, да, они прислушиваются к нам? К нам-то? Да. По некоторым сведениям, нас как минимум глава республики читает. По некоторым сведениям? Да, ну то есть вот открывает, заходит, читает. Ну то есть, наверное, это показатель. Вот. Прислушивается. Ну, ты прочитаешь, ты в любом случае какой-то уже информацию ты почерпнешь, да, это так. Угу. А есть же хороший принцип: критикуешь, предложи решение, да? Ну, касается ли оно средств массовой информации? Тут мы же не проводим какие-то форумы, мы же больше по фактам, по новостям. Мы можем собрать, да, там какой-нибудь симпозиум там, производителей топлива, чтобы они выразили свои мысли, а решение-то им принимать в любом случае. Тем, кто сидит на логистике, кто, да, кто работает с этим, закупки. Да, и это касается всех сфер. Мы вообще журналисты — это профессиональные дилетанты, да, у нас кругозор у нас большой, скажем, да, честно, откровенно, но в какой-то определенной степени, то есть статье, мы не являемся профессионалами, это надо всегда учитывать. Даже если наше мнение какое-то, да, определенное можно выслушать, да, помимо журналистики, да, мы можем там что-то сказать, но профессионалами мы не являемся. То есть я бы зрителям предложил скептично относиться к любому мнению журналиста, который он говорит, кроме журналистики. Ну, почему? Если, скажем... Именно свое личное мнение, а не рассказ о каком-то событии, о каких-то фактах, которые произошли. Поспорю с тобой, да, немножко. Если из 35 лет журналистики, ты лет так 15 в области строительства... Абсолютно верно, ты примерно автоматически становишься экспертом, но тогда ты можешь выступать не как журналист, а, например, как какой-нибудь
Член общественной палаты при Минстрое. Почему нет? Выступай сколько угодно. Ну, Но не как журналист. а зачем тебе это? Как журналист ты своего личного мнения очень редко когда выражаешь, на самом деле. Это есть определенные жанры, например, там какой-нибудь включенный репортаж, да, выражай, да, это позволяет жанр. А в новости там твоего мнения не надо. Это только вредит. Мгм. Столице всегда уделяется очень много внимания, очень... Ну, это же врата республики, это визитная карточка всего крупнейшего субъекта. Да? А как ты думаешь, какие задачи стоят перед новым руководством города в части ну, улучшения, скажем так, не только имиджа? Задачи у Дмитрия Дмитриевича, по словам Айсена Сергеевича, есть тактические и стратегические. Назову стратегические задачи, которые мне показались интересными. На самом деле перед новым мэром стоит задача, это, опять же, исполнение мастер-плана, вот это вот все, да. И один интересный момент для жителей, который интересен, это вовлечение жителей в жизнь и в строительство города. То есть, в принципе, вот это касается нас всех. Об этом мы писали. Это, наверное, открытая информация, к которой всем нам нужно прислушаться. Там, например, есть же много программ по национальным проектам. Да. Скорее всего, нас будут, как жителей, туда включать. Мы можем как-то содействовать развитию нашей столицы. Поучаствовать. Поучаствовать, да. Мгм. Но ты транслировал мнение Айсена Сергеевича. А твое мнение? Какие задачи стоят перед Дим Димычем? Твое мнение, Николая. Недавно встретил коллегу, да, тоже такую маститую, и мы вспомнили момент, когда был такой мэр Михальчук, да, и тогда был глобальный проект по городскому каналу. Его так хорошо расписывали. Это был один из первых моих материалов больших, которые я писал, да, там. Я тоже с таким вдохновением вот как раз использовал, к сожалению, там свое личное впечатление от этого проекта, использовал эмоции, яркие краски, который потом отошел от такого подхода в журналистике. Мне прям этот проект тогда очень нравился, что городской канал, это вот вся ливневка уходит, который, в принципе, в городе Якутске, оказывается, раньше тоже работал. Если бы Дмитрий Дмитриевич задумался о возрождении проекта городского канала, я был бы очень рад, потому что это действительно очень хороший проект тогда был, да. Если сейчас его возродить, хотя бы посмотреть, как можно сделать, чтобы мы меньше тонули, да, периодически после дождей и после паводков, и после снегов, да, было бы хорошо и отлично. Я был бы очень рад. Угу. Теперь сделаем микс из всех твоих амплуа, военкор и так далее, и так далее. Да? Как вести себя населению республики для того, чтобы не навредить стране в целом? Да также... Время-то такое, оно интересное. Тут, конечно, тут нужно понимать, что вот эти все сервисы, там, гуглы, да, там, они просматриваются как на это. Да. И если у вас нет какой-то там за душой там военной тайны, то, в принципе, ничего для вас не поменяется, да, там, вряд ли там стоимость молока, хлеба там как-то повлияет на ЦРУшники, которые нас слушают, да, там какие-то там схемы делают. Им это, скорее всего, неинтересно, да. Вот. Но в то же время надо учитывать, что действительно слежка ведется, и это 100% так. И Колл-центры работают. Да, колл-центры работают, учитывают. Ну, опять же, какая-то информационная безопасность. Там. Если вам будут звонить, там, предлагать гривны, да, там, и посмотреть, как работает военкомат, ну, лучше этого не делать. Лучше позвонить и сказать, вот мне звонили. С такого-то номера, да? С такого-то номера, да. А как ты думаешь, пятая колонна есть? Пятая колонна, ну, я бы даже не называл вот такие вещи, как там пятая колонна, такими, да, терминами, эпитетами. В здоровом обществе всегда есть оппозиция определенная, есть свои интересы у разных групп населения, которые тоже стоит учитывать, но, конечно, тут методы борьбы — это уже не вопрос, скажем, журналистики, да, это не вопросы вот нашей сферы, это вопросы уже государственного управления, вопросы такого большого уже масштаба, который, в принципе, определенный вектор задают, и ему стоит следовать.
Интересный выпуск получился. Программа «Один из нас». «Один из нас», можно было назвать его Николай Борисов, одно из светил якутской журналистики, как зеркало текущего момента. Да? То есть человек, который выступает в нескольких амплуа, ну, прежде всего журналист, неважно, военного назначения или гражданского назначения, или общественного назначения, или, да, и который накануне замечательного юбилея родного издания, родного предприятия Якутского Саха-информационного агентства стал гостем темной студии. Еще раз. Любопытно, на самом деле, почерпнуть, обновить, скажем так, файлы, в каком состоянии находится якутская журналистика. Якутская журналистика, на самом деле, явление очень с хорошими традициями и с хорошими показателями в прошлом, и, я надеюсь, в будущем. И тот ренессанс изданий, я немножко забегу вперед, он все-таки состоится, потому что в условиях, когда активно наступает и паблики расцвели пышным цветом и так далее, гражданам, населению, думающему населению всегда будет нужна аналитика, всегда будет нужен качественный лонгрид, всегда будет нужен качественная подача материала, а не так вот просто шел мимо. Ну, среди фейков там, конечно, лучше... Это очень поможет, на самом деле. Да, не надо бояться. И я считаю, что и на Николае, и на мне, как на носителях основных идей журналистики, стоит такое клеймо, да? Ну, проверятели, факт-чекеры, неважно как, да, то есть можно слушать, можно доверять. Я не знаю, это, наверное, высшая похвала, если наши читатели, наши зрители, они будут нам доверять. То есть мы работаем только во имя вот этого, чтобы наша аудитория нам доверяла. Нашей подаче, нашему стилю работы и нашим темам, да, которые мы выбираем. Пока что мы выбираем. Ну, может, и генерировать, на самом деле, тут не суть важна, мне кажется. Да, но мы не являемся, скажем так, частью некой театра марионеток, который кто-то дергает, кто-то цензурирует. У нас больше творческая работа. Да, на самом деле, да, мы творцы, и я бы к нашим читателям, зрителям обратился бы с просьбой, хорошо, что вы нас смотрите, хорошо, что вы нас читаете, так держать. Долгих лет Саха-информационному агентству. Спасибо, Дмитрий. Доброго вечера нашим зрителям. Доверяйте только проверенной информации. Смотрите за новостями на Якутском Саха-информационном агентстве «Ясия». И на телеканале «Якутия-24». Увидимся ровно через неделю.